Ну, продолжая тему промышленности, строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» давно стало одной из главных тем для обсуждений. Каким способом будет вестись укладка магистрали, какой объем леса предстоит вырубить и возведут ли необходимую инфраструктуру. Эти и другие вопросы жители Алдана обсудили на общественных слушаниях. Об их итогах расскажет Татьяна Вахнина. В 2018-м будут осуществлены первые поставки газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» является совместным проектом «Газпрома» и Китая. В настоящее время ведется разработка проекта. В конференц-зале Алданской библиотеки имени Некрасова прошли общественные слушания. Темы касались как проектирования, так и межевания земель. Один из обсуждаемых аспектов затрагивал воздействие строительства на окружающую среду. Воздействие на окружающую среду ожидается минимальное, так как по СНИПам, по ГОСТам все разработано, проведены мероприятия по сохранности окружающей среды. Это все будет изложено и указано. После краткого доклада присутствующие смогли задать вопросы. Каким способом, подземным или наземным, будет вестись укладка газопровода на определенных территориях? Сколько метров составит ширина просеки? И какой объем леса предстоит вырубить? Будет ли возведена необходимая инфраструктура? Исчерпывающий характер носили не все ответы докладчика. На стадии проектирования ряд нюансов лишь предстоит проработать. Пройдем главгосэкспертизу. После положительного результата будет непосредственно готовиться проект на строительство. А строительство после согласования и утверждения проектной документации. Это ориентировочно конец этого года. Протяженность ГТС «Сила Сибири» составит почти 4000 километров. Согласно генеральному плану, в 2017-м будет открыт первый участок газопровода до Благовещенска. Ученые и конструкторы планируют встретиться с населением не один раз, чтобы информировать общественность о ходе работ. Татьяна Вахнина, Дмитрий Заливин, Сергей Шипачев, НВК «Саха», Алдан.